Павел Бажов. Серебряные копытцы. Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Какованя. Семьи у Какованя не осталось. Он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, не знают ли кого, а соседи говорят. Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по 6-му году никому не надо. Вот ты и возьми ее. Несподручно мне с девчонкой-то, парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу. Пособника вырастить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану? Потом подумал и говорит. Знавал я Григория, да жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли? Соседи объясняют. Плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья, больше 10. Сами недосыто едят. Вот хозяйка ей и съедается на середку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья? Да и уговоришь, поди-ка. И то правда, отвечает Какованя. Уговорю как-нибудь. В праздничный день и пошел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На голбчике у печки девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая и кошка маленькая, и до того худая и ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно. Поглядел Какованя на девчоночку и спрашивает. «Это у вас Григорьева-то подаренка?» Хозяйка отвечает. «Она самая. Мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала. Да еще корми ее». Какованя говорит. «Не ласково видно твои ребята. У него он мурлычет». Потом и спрашивает у сиротки. «Ну как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?» Девчоночка удивилась. «Ты, деда, как узнал, что меня Даренкой зовут?» «Да так», отвечает.